Глава АКН Таджикистана напомнил в Вене об инициативе создания антинаркотического центра ШОС в Душанбе. Убийца Хувайдо Тиллозода приговорен к 24 годам лишения свободы. В ООН озвучили сумму гуманитарной помощи афганцам в 2023 году. Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения. Путин в курсе дела об инциденте с беспилотником США. Директор агентства по контролю за наркотиками Таджикистана Хабибулло Вахидзо дав продолжение мероприятия в рамках 66-й сессии комиссии ООН по наркотикам принял участие в параллельном мероприятии Шанхайской организации сотрудничества и управления ООН по наркотикам и преступности. Директор агентства выступил с речью о взаимовыгодном сотрудничестве Таджикистана с Шанхайской организацией сотрудничества и управления ООН по наркотикам и преступности, о планах и перспективах взаимодействия. Как сообщает пресс-центр АКН, в своем выступлении директор агентства обратил внимание присутствующих на инициативу Таджикистана по созданию в городе Душанбе антинаркотического центра ШОС. В параллельном мероприятии приняли участие и выступили генеральный секретарь ШОС Джан Минь, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности госпожа Гуда Фатхивали, руководители и представители делегаций Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Узбекистана и других государств. Сегодня, 15 марта, Московский областной суд приговорил Александра Сюмина, обвиняемого в изнасиловании и убийстве пятилетней таджикской девочки Хувайдо Тиллозода, к 24 годам лишения свободы. Об этом сообщил отец убитой девочки Абдусалом Саидов. Этот процесс длился 5 лет. Накануне Абдусалом Саидов выразил надежду, что убийца его дочери получит достойное наказание, и это будет последний суд. А сегодня он сказал, что до сих пор не верит, что убийца его ребенка наконец-то понес заслуженное наказание. «Я не могу поверить, что сегодня мы выиграли этот суд. Выиграли, потому что со мной был весь народ Таджикистана. Нас поддержали представители посольства Таджикистана в России, и мы до последнего надеялись, что суд вынесет Сюмину справедливый приговор», — сказал он. Саидов сказал, что ждал этого дня 5 лет, однако, по его мнению, приговор должен был быть жестче. После консультации с адвокатом и другими близкими людьми мы решили обжаловать приговор суда, чтобы поменяли наказание на пожизненное заключение. Жалобу будем подавать в ближайшее время, сказал отец Хувайдо. Мать Хувайдо, Нигина Тиллозода, которая находится в Таджикистане, сообщила, что сегодня ее молитвы были услышаны. Маленькая Хувайдо была жестоко убита 22 июля 2018 года. Ее украли прямо во дворе дома в подмосковном Серпухове. Ребенка нашли на следующий день. Спасатели обнаружили спортивную сумку, в которой находилось тело девочки. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и партнеры озвучили на брифинге в Женеве гуманитарный призыв. Для помощи афганцам в 2023 году необходимо 4,62 миллиарда долларов США. Об этом сообщается на сайте ООН. В управлении считают, что финансовая поддержка афганцев остается критически важной для предотвращения голода, болезней, недоедания и смерти. Аналогичный призыв о финансировании на 2022 год был профинансирован лишь на 52%. Был получен 321 миллион долларов из необходимых 623 миллионов. Кроме того, на брифинге был озвучен региональный план для поддержки афганских беженцев и принимающих семей в соседних странах в 13 миллионов долларов. Региональный план реагирования на ситуацию с беженцами в Афганистане на 2023 год предусматривает выделение 613 миллионов долларов на поддержку перемещенных афганцев, живущих в 5 соседних странах. Это Иране, Пакистане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. В этих странах проживает около 8,2 миллионов афганцев, в том числе более 2 миллионов зарегистрированных беженцев. Многие из них находятся в регионе десятилетиями, в основном в Иране и Пакистане, сообщили в ООН. Китай, Россия, Иран и ряд других стран 15-19 марта проведут совместные военно-морские учения «Пояс морской безопасности-2023» в Оманском заливе. Об этом в среду сообщило Министерство обороны КНР. В ведомстве подчеркнули, что эти учения помогут углубить практическое сотрудничество между ВМС Китая, России и Ирана,
а также покажут готовность и способность совместно поддерживать безопасность в море и активно строить сообщество общего будущего. Президенту России Владимиру Путину доложили об инциденте с американским беспилотником МК-9 над Черным морем. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Однако российская сторона не обсуждала произошедшее с руководством США, передает издание «Коммерсант». Если вы имеете в виду высший уровень, нет, никаких контактов не было. Вопрос, докладывали, он по меньшей мере странный. Как вы себе представляете, что главе государства, верховному главнокомандующему об инциденте не доложено? Ну, конечно, такого не может быть. Конечно же, докладывали, сказал Песков в ходе пресс-колла. По словам Дмитрия Пескова, российско-американские отношения в настоящее время находятся в низшей точке и в весьма плачевном состоянии. При этом он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога, не отказывается и сейчас. 14 марта в небе над Черным морем был выведен из строя американский беспилотник МК-9 «Райпер». США заявили, что причиной стал небезопасный маневр со стороны истребителя Су-27, который задел винт беспилотника. По версии Минобороны России, дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленной Российской Федерацией с начала военной операции на Украине. После, в результате резкого маневрирования, перешел в неуправляемый полет и упал в море.